Ну, День учителя – это, конечно же, самый светлый, можно сказать, замечательный праздник, потому что для каждого из нас учитель – это как путеводная звезда, которая в начале нашего пути встречается и остается в нашей памяти на всю жизнь. С этим сложно не согласиться. Сегодня в нашей студии исполняющий обязанности министра образования и науки Якутии Владимир Егоров. Владимир Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Позвольте поздравить вас, ваших коллег с этим прекрасным праздником. И хотелось бы предоставить вам слово. Международный день учителя – это профессиональный праздник всех тех, кто работает в сфере образования, всех, кто работает в детских садах, в школах, в учреждениях дополнительного образования, в средних профессиональных образовательных организациях, в вузах. И я с большим волнением и радостью хотел бы поздравить всех своих коллег с этим замечательным праздником, пожелать всем доброго здоровья, счастья, творчества, благодарных учеников. Ведь учительская профессия – это, наверное, самое действительно благородное и благодарное. Владимир Анатольевич, наверняка традиционно в этот день запланированы мероприятия, да, в рамках Дня учителя? Да, действительно, у нас еще так совпало, что в этом году столетие дополнительного образования в России, и у нас буквально вчера, позавчера проходила межрегиональная конференция «Дополнительное образование, инновации». И также вот именно в этом году мы открыли бульвар учителя в городе Якутске в День государственности, где стоит памятник народному учителю СССР Михаилу Андреевичу Алексееву. И также я хочу отметить, что именно с этого года будет присуждаться почетное звание «Народный учитель Республики Саха-Якутия» для тех учителей, руководителей образовательных организаций, которые внесли выдающийся вклад в развитие системы образования республики. Примечательно, что вчера мы задавали этот вопрос, бульвар учителя открыли в честь кого? Все 100% наши телезрители, которые прислали нам ответы, они прислали правильный ответ. Вот Айсан Николаев сказал, что образование – это драйвер перемен в жизни якутян. Вот какие на сегодняшний день стоят приоритетные задачи перед системой образования? Ну вот действительно, сегодня на образование возложена такая, можно сказать, почетная миссия быть таким локомотивом развития. Понятно, что вот новую экономику должны двигать вперед новые молодые кадры, у которых есть соответствующие компетенции, видения. Вот. И поэтому вот тот национальный проект образования, который вот сейчас уже разработан, паспорт его утвержден, и над которым мы будем трудиться в ближайшие 6 лет, содержит в себе вот ряд федеральных проектов, 10 федеральных проектов в нем находится. Это такие проекты, как современная школа, цифровая образовательная среда, успех каждого ребенка. И, конечно, такое особое место в нем занимает такой проект, как «Учитель будущего». В этом проекте заложены меры поддержки молодых учителей, меры, которые позволят развиваться нашим всем действующим педагогам. Заложено также, что у нас будет система учительского роста. И таким образом мы надеемся, что вот то, что заложено в остальных федеральных проектах, где у нас будут и строиться и новые школы, создаваться современная образовательная среда, будет вовсю развиваться цифровые технологии, все это будет делаться, конечно же, руками и головами, идеями наших педагогов. Поэтому на них возложена вот такая действительно особая миссия, и поэтому современный учитель, он должен быть, ориентироваться должен во всем, что происходит в современном мире, какие новые технологии у нас развиваются, да, в каком направлении движется экономика. И поэтому современный учитель должен отвечать самым высоким требованиям. Ведь получается, что родители, вообще говоря, отдают возлагают надежды, отдают все самое дорогое, что у них есть. Да? Поэтому дорогим учителям я бы пожелал, чтобы
вы все соответствовали ожиданиям наших родителей и, конечно же, вели наших детей в такое вот будущее, которое вот эти самые дети будут развивать. Ну, я думаю, вы согласитесь, наверное, я вот со стороны на это смотрю, что система образования, вот, если равнять, как учились там наши родители, да, и как будут учиться наши дети, она, само собой, не стоит на месте. Вот вы говорите, современный учитель, а вот по вашему мнению, насколько она вообще система вот изменилась вот для вас, как там для ученика бывшего? Ну, я думаю, прежде всего, школа стала более открытой. То есть сейчас современные информационные технологии позволяют получить знания ученику очень быстро. То есть буквально стоит ему открыть интернет, и он, возможно, найдет больше информации, чем, допустим, знает даже любой самый образованный учитель. И поэтому современному учителю сложно конкурировать вот с таким вот окружающим миром именно в области передачи знаний, да? Поэтому получается, что современный учитель должен прежде всего пробуждать интерес к тому, чтобы ученик получал знания, да? К тому, чтобы ученик развивался. То есть он прежде всего должен быть другом, помощником своих учеников. Ну, мы надеемся, что именно так и будет. Владимир Анатольевич, большое спасибо вам за то, что пришли сегодня в нашу студию, ответили на наши вопросы. Еще Удачного раз вам с дня. праздником, отличного дня.